Этот конкурс считается самым масштабным в стране проектом по чтению вслух отрывков из любимых произведений среди школьников. На сцене выступят 22 участника. Это те, кто прошли в региональный этап, обойдя порядка 2000 соперников со всех школ республики. Изабелла Михайловна встала, подошла к Артемиру. Ты что, не выучил урок? Да, с жаром воскликнула. Каюсь, ничего от вас не скроешь. Опыт работы с детьми колоссальный. Будущий юрист и самый молодой участник конкурса дает дельные советы всем конкурсантам. В таких выступлениях главное не волноваться и не спешить, а то слова не выговариваются. И не думать о плохом, главное самое. По условиям творческого состязания нужно выбрать отрывок из прозаического произведения, которое не входит в школьную программу. Почитатели прозы русских и зарубежных авторов выбирали произведения по душе. Здесь важно вжиться в образ, суметь зацепить зрителя и раскрыть внутренний мир героя. Смотрите, Петровна, как только заговорят о чувствах, тотчас же снимай со стены образ и идем благословлять. Накроем благословление образом святой и нерушимой, не отвертится тогда. Давид Кацеев мечтает поступить в Щукинское училище. И это неудивительно, ведь растет мальчик в семье актеров. Заслуженный актер театра «Кукол» Батырбек Кацеев пришел поддержать сына. Давид выбрал для выступления произведение Антона Павловича Чехова «Неудача». Участник конкурса уверен, что такие мероприятия дают ребятам колоссальный опыт. Уверенность работать с публикой, то есть в следующий раз, когда ты уже будешь выходить на сцену, то ты уже будешь намного легче чувствовать себя, чем первый раз. Это вот самое такое важное, я бы считала бы. Ну и, конечно, тебе память это все развивает, и вообще в дальнейшем тебе будет легче, если ты хочешь поступить куда-нибудь именно в театральный. В составе жюри компетентные представители творческой интеллигенции. Им предстоит определить победителей регионального этапа конкурса. Оценивают все – подбор текста, грамотность речи, голос, дикцию и даже контакт со слушателем. Одаренные дети, неимоверно потрясающие ребята. Вот мы сегодня уже с ребятами из Национального детского театра сидим, смотрим, уже для себя определили нескольких людей, которые, возможно, к нам придут в труппу театра. Поэтому, друзья, на самом деле нужно поддерживать ребят, нужно поддерживать детей. Живую классику запустили в Петербурге и проводят с 2011 года. Цель конкурса – создание детского читательского сообщества. Победителями регионального этапа стали Абукар Костоев, Лейла Кадзоева и Ибрагим Богатырев. Эти ребята будут представлять Ингушетию в финале конкурса, который пройдет в мае 24-го в Артеке. Зарема Ивлоева, Али Зязиков, Магаз 24.